И снова в путь. Путешествие по Мангистау продолжается. На этот раз мы в Туб-Карагане решили посмотреть одно из интереснейших мест – урочище Канга-Баба. Урочище расположено в центре когда-то проходящего от Каспия через Устюрт в Хорезм Великого Шелкового пути. Некогда в этом урочище жил святой человек, почитаемый туркменами. Звали его Канга-Баба. Домик, в котором жил святой отшельник, состоял из нескольких маленьких комнат. Центральное помещение было укреплено столбами. В стенках устроены ниши. По-видимому, когда-то здесь была школа, а возможно, молельня владельца дома Канга-Баба. Есть предположение, что построенное святилище связано с почитанием тутового дерева и водяных источников, имеющих доисламские корни. Говорят, что Канга-Баба был одним из законодателей этого края или одним из создателей неписанного кодекса казахов, который долгое время составлял их обычное право. Точных же данных по этому поводу нет. Неписанные законы казахских степей уже давно канули в лету. Что же касается Канга-Баба, то аксакалы до сих пор чтят этого святого. И до сих пор в урочище Канга-Баба стоят развалины, в которых некогда эти законы преподавались. В долине Канга расположено множество могил. Следуя обычаям предков, местные жители погребали внизу неподалеку от жилища святого. Здесь есть и могила святого Махтум-Баба. Родом он был из Персии, из места Курикал, поселения туркмен. По поверью, пустынными были в те далекие годы окрестности Канга. Не было ни одного деревца, дарящего тень. Однажды мюриды пришли к Махтум-Бабе за позволением прогуляться в более живописном месте. Махтум-Баба, поняв их тоску по зелени, попросил об одном: «Сегодня никуда не уходите. Если же завтра не найдете вблизи садов, то позволяю вам идти». Мюриды послушались и остались. На следующий день утром они удивились чуду. Ближайшая гора покрыта превосходными раскидистыми деревьями с плодами и ягодами. Очарованные таким зрелищем, мюриды покаялись в грехе найти лучшие места. Говорят, что существовало здесь некогда шелковое производство, так как тутовника росло в бесчисленном множестве. После смерти Махтум-Бабы сады стали гибнуть. Неподалеку от Канга-Баба в ущелье строится пресноводный родник Карагёз, а на вершине этого ущелья одиноко высится мавзолей. Мавзолей Карагёз стоит в отдалении от других захоронений, тем самым напоминая о том, что Карагёз покончила жизнь самоубийством. Существует такая легенда. У одного бая была красавица, дочь на выданье. Многие богатые женихи желали руки его дочери. Сваты один за другим сменяли друг друга у байского дома. Но сердце девушки принадлежало парню из простой бедной семьи. Отец противился этому браку, но молодым ничего не оставалось, как организовать побег. Узнав о побеге, родственники Карагёз снарядили погоню. Вскоре молодых беглецов догнали. В наказание за кражу привязали парня к хвосту ретивого жеребца и пустили коня в свободный скач. Долго конь гулял по степи, волоча за собой тело юноши, истекающего кровью. Кровавыми пятнами покрылась земля в тех местах. Выросли через время там тутовые деревья с кроваво-черными ягодами. Узнав о смерти возлюбленного, Карагёз бросилась с обрыва и умерла. Как слезы неутешного горя льется в месте гибели Карагёз родник, чистый и тихий.
Узнав историю красавицы Карагёз, мы отправились к другой красавице Туп-Карагана – Мерет. Примерно в 30 километрах от форт Шевченко находится настоящий райский уголок – Тамшалы. Это живописное ущелье, поросшее тополями, плакучими ивами и кустарниками. В котловине урочища в большом количестве произрастает мята, создающая неповторимый аромат. Посреди урочища раскинулось прекрасное озеро, берега которого покрыты зарослями камыша. В гроте полумрак, пышная растительность. Из скал выступают капли воды. Они, как слезы, падают вниз. Сотни сверкающих прозрачных стеклянных струй, словно серебряный занавес сказочного театра, звенят, издавая неповторимые звуки, сливающиеся в завораживающую мелодию. Кажется, что скала тихонько шепчет. Здесь прохладно и спокойно. Редкое это место, уникальное. Слушаем легенду о судьбе красавицы Мерет. Была она женой богатого туркменского хана, кочевавшего со своими отарами из края в край полуострова. Муж Мерет был больным и старым человеком. Вскоре он умер, и построили в его память высокий мазар. Погоревала, поплакала вдова и взялась за дела. То лето выдалось на полуострове жарким и засушливым. Ветер не приносил прохлады, а превращал траву в сухую горькую пыль и уносил ее за горизонт. Мучились люди. Страдали от жажды животные. У кобылиц и верблюдиц пропало молоко. Невозможно было напоить скот из крошечных мутных луж, что оставались на месте озер и родников. Смерть темным крылом, казалось, накрыла степь. Задумала красавица Мерет взять воду у Сая, прятавшего ее в своих глубинах от людей. Она решила прорубить в черной скале тропу, которая бы вела вниз к живительной влаге. Она нашла мастеров и обещала щедро заплатить за работу. Испугались богатые родственники хана, что Аллах накажет Мерет за дерзость. Но отважная женщина решила прорубить в скале путь и взять у земли ее драгоценность – воду, напоить стада и отары. Пусть утолят жажду люди, тогда радость придет в аулы. С кумысом и шубатом вернется прежняя сила к мужчинам и выносливость к женщинам. Права оказалась красавица. Залетевший сюда ветер путается в камышах, шелестит листьями, слушая капель. Ну и куда же без моря? Легкий бриз Каспия, шашлыки и закат под звуки на горы.